Добрый день, дорогие земляки, приглашенные, коллеги и просто книголюбы. Никто не станет оспаривать истину, что всякое время рождает своих героев, которыми вправе гордиться земля, родившая их. Испокон веков родная земля взращивала и взращивает замечательных людей, руки и труд которых достойны почета и уважения. А сегодня в этом гостеприимном зале нас вместе собрал человек, чтобы подарить нам тепло своей души и мудрость, зарядить нас волной позитива и получить удовольствие от нашего вечера. Давайте же аплодисментами встретим этого человека и выразим восхищение нашему герою сегодняшнего вечера. Это наш талантливый самородок, носитель традиционной культуры, исполнитель горлового родового песнопения народов Севера, поэт, мелодист-импровизатор, неоднократный победитель, лауреат международных, всероссийских, региональных, республиканских фестивалей народного творчества народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, исполнитель традиционного этнического танца хэджа, автор сборника песен и стихов Нюача-Хича и просто открытый души человек, наш коллега, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Максим Ильич Дудкин.
Kırkan, ırgal bildi gunikan, ona bakaşmandan hiçbireme. Слова Александры Егукиной, мелодия Светланы Протопоповой «Дойдум мене», «Джолум мене». Исполняет вокальный ансамбль «Костук», руководитель, почетный гражданин Аллайховского улуса, отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник муниципальной службы Республики Саха-Якутия Светлана Протопопова. Однажды, вылетев из родительского гнезда, мы пытаемся жить самостоятельно, учимся, работаем, и каких бы жизненных высот мы не достигали, в памяти всегда остаются яркие картинки детства, первые родительские напутствия,
и наставления, первые пробы сил. Наш Максим родился в 1968 году в маленьком селе Айотун в семье потомственных оленеводов аллайховских эвенов Юкагира Дудкиных. В 1975 году он поступает в школу, которую окончил в 1985 году. После школы он работал в пошивочной мастерской совхоза Аллайховский. В 1986 году призван в ряды советской армии. По возвращению службы Максим устраивается в типографию наборщиком ручного набора газеты «Путь развития». И в 1989 году был принят переводом методистом, затем старшим методистом агитационной культурной бригады отдела культуры района. Впоследствии, получив образование, по сей день он работает в сфере культуры, творя, созидая, передавая свой опыт во благо развития культуры не только в родном Улусе, но и в республике. Наш авторский сборник, как цветочки нашей необъятной тундры, остался в Кобяйском, Усьянском и родном Аллайховском Улусе. И автор счел нужным и важным проведение презентации авторского сборника стихов и песен Нёча Хича в городе Якутске. Сегодня, в этот прекрасный солнечный весенний день, мы презентуем не только авторский сборник, но и годами накопленный опыт Максима Ильича. Мы все знаем, что издание книги, даже брошюры – это очень трудоемкая работа. Но несмотря на это, книга увидела свет в 2024 году. Итак, наша книга вышла в городе Якутске, напечатана в Якутской республиканской типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина. С вашего разрешения, уважаемые земляки и приглашенные, разрешите предоставить слово нашему автору Максиму Ильичу Дудкину, где он расскажет о том, как создавалась идея презентуемой книги. Эта книга, то есть она была задумана давно, потому что то, что в этом сборнике песен и стихов есть произведения, которые исполняли мои ученики детской фольклорной эвено-юкагирского ансамбля «Осикаткан». И в связи с тем, что материалов очень мало было, то есть по фольклору эвенов Аллайховского улуса, и пришлось, конечно же, придумывать произведения, стихи для детей, да, для детей, а также песни и танцы, и круговые танцы. Но после работы, после окончания Хабаровского краевого училища культуры я был направлен в Печерский, Нижнеколымский улус по распределению, и 2 года пришлось мне работать в колледже народов Севера и, конечно же, в центре Возрождения. И там 2 года отработав, я приехал, потому что Нижнеколымский очень богатый, потому что это же соседний наш район, потому что испокон веков Аллайховский улус и Нижнеколымский друг к другу вообще тесно связаны, потому что наши сородичи, соплеменники и родные ездили по бескрайней тундре в гости друг к другу на оленях, на собачьих упряжках. И вот и потом в конце концов на Ан-2 в Андрюшкино. Вот поэтому это как бы продолжение той, потому что Нижняя Колыма живут представители
коренных малочисленных, компактно, да, эвины, юкагиры, чукчи, арктические русские старожилы, якуты северные, да, и, конечно же, вот 2 года я там отработал, получил очень много материала и познания, потому что мои учителя Биробиджанского хореографического училища, хореографического отделения Биробиджанского училища, да, были очень мудрые, и они всегда говорили: ты представитель коренных малочисленных народов Севера, малых народов, поэтому тебе надо знать свою историю, свою культуру. Всю жизнь ты не будешь танцевать, поэтому так и получилось. Потому что даже то, что вот после окончания я был направлен в Нижнюю Колыму, это даже очень отрадно, потому что судьба так и решила, получается, да. И, конечно же, я там, подкрепив свои знания, теоретические, практическими знаниями, я уже квалифицированным специалистом, практическим опытом стал работать при детской музыкальной школе. И там хореографическое отделение преподавателем работал, и также фольклорного отделения. И, конечно же, в фольклорном отделении, вот мои выпускники нынче, вот в Чокурдайхе я провел эту презентацию Нёча Хеча, первого своего авторского сборника, и действительно, я вновь спасибо моим выпускникам 1, 2, 3 выпуска, потому что, получается, 5-6 лет ходят, да, получают знания, да, предметы история фольклора, история обрядов, круговые танцы по фольклорного отделения, да, и также песнопение, декоративно-прикладное искусство. И, конечно же, очень большую помощь оказали родители этих учащихся. Поэтому я говорю, да, музыкальная школа, мы даем знания своим ученикам, да, то есть один учитель с учениками не может, потому что родитель, ученик и учитель. Вот три важные для человека нужные люди, которые помогут, поднимут и дадут толчок. И вот первые мои выпускники очень, конечно, очень благодарят, и вторые благодарят выпускники, и третьи благодарят, и очень хороший, так тепло, хорошо, и меня окунули в то время, когда я только начинал. Это огромный для меня стимул. И выпуск этого сборника для меня тоже стимул. Киндамиген, коннотатор, то есть крылья у меня как будто выросли, и я дальше могу творить, созидать все во благо населения, во благо народа всех. Спасибо. Ну, а замечательное предисловие «Счастливое кочевье» Максима Дудкина написано почетным работником образования Российской Федерации, ветераном муниципальной службы Республики Саха-Якутия, директором этнокультурного центра Индии Еленой Юрьевной Яковлевой. А рецензентами выступили кандидат филологических наук, доцент кафедры северной филологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Варвара Григорьевна Белолюбская, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник образования Российской Федерации, поэт-писатель Анатолий Степанович Ламуцкий и заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия Анна Карловна Идукина. Слово предоставляется Анатолию Степановичу Ламуцкому.
Добрый вечер, добрый день, уважаемые друзья, земляки. И я хочу исправить, я не Анатолий Степанович, я Анатолий Платонович Степанов. Но я очень рад тому, что я сегодня здесь присутствую, потому что действительно мы с Максимом знакомы очень-очень давно, более 30 лет. Вот он рассказал, как он приехал в поселок Черский. Я тогда там тоже работал. И вот мы тогда с ним познакомились и делали очень-очень много для того, чтобы... колледж уже у нас так и назывался, колледж народов Севера. И чтобы будущее народов Севера выходило от нас, мы учили детей, студентов, которых выпускали и учителей, и сельхозработников. У нас был очень многопрофильный. Но мы с Максимом имели одну учительницу, одного педагога, Евдокия Ивановна Винокурова. Я ее хочу сегодня очень горячо вспомнить, потому что она наставила нас на этот путь, и она бы сейчас очень гордилась нами, потому что Максим стал заслуженным работником культуры, а я стал заслуженным работником образования. То есть у нас две пути. Это культура, это образование. Но я тоже когда-то имел свое отношение к культуре. И мы практически в колледже народов Севера держали всю эту культуру народов Севера, изучали его, обучали детей, студентов и дальше продвигали. Я очень рад тому, что Максим после колледжа приехал в свою родную Аллайху и начал продвигать культуру не только эвенов, но и народов Севера дальше и стал и заслужил такие звания, которых мало у кого еще есть. Он стал международным лауреатом, а это очень много значит. Победить международным, то есть во всем мире, это надо иметь очень большой талант. Ну и я сегодня его поздравляю с тем, что его первая книга увидела свет. Практически каждая книга, я сам это очень прекрасно знаю, потому что я уже автор 8 книг. Я очень прекрасно знаю, что каждая книга – это как ребенок, над которым ты лелеешь. Не только от того, что ты… Даже каждый стих, каждый рассказ, каждая песня – это рождение, как сравнивается с ребенком. Ты ее лелеешь. Во-первых, это труд огромный. Это надо иметь не только талант, но еще вдохновение, чтобы это было. Но я прекрасно знаю этот сборник, потому что Максим меня попросил написать рецензию. Я еще в рукописи его читал. Очень прекрасные стихи. Стихи, конечно, некоторые можно было бы еще обработать хорошенько, но ничего, это народное творение. Это не профессиональный писатель, не профессиональный поэт. К сожалению, я к этим профессионалам уже отношусь. А Максим только начинает первую дорогу, поэтому ему это простительно. Я прочитал его стихи, это от души, это не каждый человек может сказать такие слова просто так. Это у него вдохновение, у него талант такой. Это надо просто прожить это все. Вот. Я с этим очень поздравляю, и мы со Светланой, с моей женой, мы очень дружим с Максимом давным-давно, знаем друг друга, и мы ему желаем еще больше творить. Давай догоняй меня. У меня же 8 книг, а тебе должно еще больше быть. Ну, а я сегодня еще выступаю как
председатель Союза Венов. И я хочу вручить Максиму наш приветственный адрес от имени Союза Венов Республики и маленький президент. Анатолием Платоновичем мы вообще, да, все, и творчество связывает наше, да, и я вот, Анатолий Платонович, у меня очень интригующее такое предложение вам. Мои стихи надо перевести на русский язык. Вы сможете помочь? Помочь сразу же, и я говорю коммерческое. Хорошо, дело в том, что я пишу стихи и на русском, и на эвенском, и на якутском языке. Поэтому, конечно, уже ко мне как переводчик уже многие обращаются. И, конечно, я своему другу как могу отказать. Спасибо, Анатолий Платонович. Я вам подарю сборник, сейчас принесут мне, да? У нас еще какие-то. Спасибо. Спасибо. Слово он дал. Подсрочный перевод на русский язык стихов моих. Чтобы в выпуску в 2025 году будет издано как бы с переводом на эвенский и на русский язык. Спасибо. Песня «Хранительница очага». Исполняет вокальный эксперт федерального канала «Россия-1», телешоу «Ну-ка, все вместе», автор проектов «Вокальная йога», «Санатын», Центра развития человека «Энергия», певица, которая исполняет песни на 31 языках, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Саина. Добрый вечер, Витюгейнен Булахтун. Я очень волнуюсь, потому что петь перед учителем, перед своим наставником — это очень волнительно. Вот. Я хочу спеть вам «Хранительницу очага». Когда я приехала в Чукотах на гастроли, Максим Ильич очень трепетно так сказал: «Пой, кто, если не ты». Я говорю: давай поедем вместе по всему миру. Он говорит: нет, сама езжай. И научил меня прекрасным песням. Я уже много стран, где пела «Хранительницу очага», очень хорошо воспринимают. И люди даже плачут, когда слышат эту композицию, и говорят: у вас очень чистые песни, очень чистый язык, и у вас особенно чистая энергия. С волнением для вас «Хранительница очага». Колыбельные. Siu ku muk ni
бебе. Песня за шитьем, песня «Оберег». Инжи фикерени кеджи, аян торен гуникен, алмаджим, 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 анин туруда хучи. Песня «Духу огня» Гулун Тоган. Гулун Тоган нямике, нямике, укчендекун хинюнгу, хинюнгу, хирге чеми, хирге тым, гоомдым, алмайы мергеми, икедым, ниңиләкәға урчили, дуурли, херли, нямхивы були, анили, хирге угугыхки, дегитли, чунка чанчин детледи, давхыли. И хочется сказать отдельно вам благодарность, Максим Ильич, за то, что вы помогали нам, фольклорному ансамблю «Аявна», который был создан при Доме культуры Кулаковского. И я там год тоже работала на энтузиазме. И Максим Ильич приезжал и давал нам ценные консультации и учил наших молодежь. И вот такой прекрасный репертуар. Мы еще выступили в театре оперы-балета вместе. Это был очень ценный опыт. И поэтому я за то, чтобы таких людей, как Максим Ильич, берегли, поддерживали во всем. И очень хочется пожелать, чтобы больше было внимания таким людям, как Максим Ильич. А сейчас я очень с любовью к северу, я сама из Булунского вуза. И сегодня, кстати, я отмечаю в этот год 20-летие своей международной деятельности. И сегодня мы презентовали на телевидении Казаха видеоклип на песню «Нёлтон Хеджа». И на достойном, я считаю, мировом уровне мы показали красоту нашего севера, наших людей, оленей. И я думаю, что это только начало. Хочу вам спеть песню про цветение тундры. Сборник называется «Нёлтон Хеджа». И мне очень приятно, что эту песню я сейчас вам исполню.
исполнении. Ну, а сейчас мы продолжаем. Слово предоставляется одному из редакторов данной книги, Веронике Афанасьевне Павловой. Дорогого нашего Максима Ильича, любимого, поздравляю с этим выпуском авторского сборника, который увидел свет. Максим Ильич мой одноклассник, вместе мы с ним учились 9 лет, постоянно, до сих пор дружим, постоянно общаемся. И я вот думаю, что все-таки вот творчество и наш класс был очень дружным. Это, конечно, благодаря нашим учителям, нашей первой учительнице Боковой Евдокии Николаевны. Она сама у нас человек-легенда. Нашему классному руководителю Тороковой Ольге Михайловне и ее мужу Федору Федоровичу. Здесь я увидела, что пришла Любовь Накентьевна, наша учительница русского языка и литературы. И благодаря им, конечно, вот Максим Ильич тоже наш стал, наверное, все-таки таким творческим. Ну, конечно, он сам был, наверное, с рождения таким творческим человеком. И вот благодаря нашим учителям мы тоже думаем, что выросли все-таки дружными, особенно до сих пор мы дружим. И с Максимом Ильичем мы учили после школы работали в совхозе Аллайховске, где работала его мама, тетя Майя, такая прямо стройная, красивая, как статуэтка, я все время говорю, она была как статуэтка, такая прямо вся латная, такая латненькая, и самое главное, такая была добрая. И еще что хочу сказать. Так, что все у меня вылетело. Ну, по сборнику я, конечно, очень рада, что какая-то частица моего труда, маленькая частица, была как бы приложена. И очень, конечно, рада, что мы эту книгу с Максимом все-таки родили. Конечно, там были всякие разные нюансы, но все-таки мы это сделали. И, конечно, я желаю тебе дальнейших творческих успехов, чтобы твои глаза все время искрились, счастье. Самое главное, конечно, здоровье, и чтобы ты нас всех радовал. И как вот Саима сказала, самое главное, конечно, чтобы нашего Максима Ильича все поддерживали, чтобы его прямо берегли, как, наверное, как алмаз. Он наш алмаз не только Аллайховского улуса, но и всей Якутии и России. И поэтому тоже очень-очень хочу, чтобы его все поддерживали. Спасибо. Я говорю, да, Вероника, еще кому мне обратиться, да, кроме Вероники, потому что сети медиа помогла же, да? И быстро она говорит, очень хорошо. Я говорю, ты будешь жениться, я буду папа. А Варвара Григорьевна, она акушер-гинеколог. И получилось. Спасибо за помощь, потому что Веронику Афанасьевну, Варвару Григорьевну и я вот настроили, да, и Версач, Диана Сергеева. Ну, давай, спасибо. Спасибо. 23 апреля текущего года у нас в нашем этнокультурном центре Инди, поселка Чукурдах, Аллайховского улуса, прошел улусный конкурс песен и стихов «Голоса севера» по произведениям Максима Ильича. Ну, там принимали участие все желающие от 7 до 35 лет.
И вот сегодня мы вам предлагаем посмотреть видео с этого конкурса, декламацию стихов и песню автора. Внимание на экран. Боже, Хэвки, дай еще мне четвертинку, чтоб немножко насладиться тем, что жизнь дала земная, пробежаться по росе, пролететь на крыльях счастья, к той заветной мне мечте, чтобы с утренней зарей поздороваться со всеми вами, мои верные друзья, путники земные. Дай всем Бог любви и счастья, долгих лет, молодую старость, чтоб жилось и не тужилось в этой времени земной. Дудки, ингиде бугу, север мой. Ингиде бугу, коч эгие, нян эмге, эллете гитти, чикти бейю, ядук тетигалде кинкил. Нге риндальтен хурылни, нямсив боритта арели, нянинду ко эмге, мелгалке, нян мевалка, индигира пенде хурылни бими. Ингиде бугла, балдача бими. Аяврак мутхину, эскерет, хиргерет, эргер муддунтип, эngin турмур. Север мой, богатый и широкий, здесь люди закаленные, характером живут. Не страшны им невзгоды, они в своем стихии, люди солнца, теплом и светом излучая, широту их души, одним небосводом не объять и не разрушить. Они в единстве сердец и мыслей. Один из наших проектов, который зародился в этом году. Мы этот проект открыли именно по произведениям Максима Ильича, ввиду того, что в этом году вышел его сборник, и мы этим, можно сказать, воспользовались. А так вот этот вот проект «Голоса Севера», он направлен на то, чтобы продвигать, возрождать песни, стихи наших своих местных аллайховских авторов. Вот этот вот проект с этого года дал старт сборник Максима Ильича. Вот ему ваши аплодисменты. Ну, как
Максим Ильич сказал, что мысль и идея о том, что надо уже выпускать свой сборник, у него зародилась давно. Но я хочу вспомнить прошлый год, да, когда мы с ним разговаривали, мы с ним беседовали, был такой казус, что перед выступлением в одном конкурсе я увидела, что песня «Хеже», там слова и мелодия написана Дмитрия Лебедева, «Нёча Гейча», слова и мелодия Саины. Конечно, от этого я пришла в бешенство, и, естественно, я нашла вот этих вот конкурсантов, и я им объяснила. Но казус был в том, что вот в этом конкурсе в качестве жюри сидел Максим Ильич. Вы представляете, если бы люди вышли бы, да, объявили, а там сидит автор. И когда мы об этом с ним поговорили, мы тогда тоже пришли к выводу, что нужно обязательно выпустить сборник. Вот это вот тоже, наверное, его подтолкнуло, чтобы оно не залежалось на долгий ящик, на комод далеко, да. Поэтому он собрался, решился, сделал и выпустил. Это очень смело. Но до своего авторского сборника Максим Ильич печатался в сборниках нашего местного литературного объединения «Светлые ручьи». Это сборники «Наши берега» и «Неравнодушные сердца», которые сегодня выставлены перед вами на нашей книжной выставке. Ну а сегодня разделить радость выхода сборника уважаемого семьи Максима Ильича пришла артистка Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, отличник культуры Республики Саха-Якутия, эвенкийская этнопевица Синельга. Песня «Аймчан». Добрый вечер. Поздравляю от всей души. Максим Ильич. Все вместе со мной поем. Опа! Руки. Оп, оп, опа. Оп, оп, опа. Hey
нашего уважаемого всеми, нашего любимого Максима Ильича. Человек, который учит человека, не значит, что он учитель. Учителем является тот человек, на которого можно равняться. Благодарю за творчество, за все, за красивые костюмы, за все. Мы смотрим, мы учимся. Это большая благодарность. Пусть будет очень много благодарных учеников. Желаю счастья, добра, всего самого доброго и счастливого. Мы с Едигой давно-давно дружим. Давно дружим, и до сих пор вот эта связь, ниточка, сухожильная, вот она мастерица, и сухожильная, и все тянется, тянется, тянется. И хочу, конечно же, спеть свою песню. Я хочу, чтобы песни коренных малочисленных народов не забывались, чтобы возрождались, чтобы дети пели, чтобы дети любили, чтобы у каждого уважающего себя народа в костюме, в шкафу висел красивый, нарядный свой эллинский или венгерский костюм, да, или богинский. Сейчас моя авторская песня, народная венгерская мелодия, называется «ДВ». Давайте споем вместе со мной. Ой,
Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Счастья вам всем. Спасибо. Ну, вот наша книга, вот она вот книга «Мёчалития», она состоит из нескольких глав, таких как детство, юность, молодость, стихотворные произведения, звания, награды, поощрения, пожелания зрителей, публикации в газете, участие в мероприятиях. Вот когда листаешь вот этот вот сборник, да, перед нами проплывает счастливое кочевье Максима Ильича, рассказанное им в своих произведениях. Его волнует все, что его окружает, и природа, и люди, и горе, и радость, и печаль, и счастье, и любовь к родному человеку, и любовь к родному краю. Волнение от всего этого бушует и пульсирует внутри него, заставляет брать перо и по-своему начинает раскрывать свои мысли и чувства об увиденном, о пережитом, о своих мечтах, о своей любви. Песня девушки-оленеводки исполняет артистка Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова, отличник культуры Республики Саха-Якутия Амгаяна.
вас с презентацией авторского сборника песен и стихов. И хочу выразить огромную благодарность за эту песню, песню девушки, потому что для меня она самая лучшая. Я исполняю эту песню с огромным удовольствием и с большой любовью. И хочу попросить еще песню. Ну, мы считаем, что вот этот вот сборник, он настолько уникален, что все произведения, написанные в разные годы, Максим Ильич собрал в одно издание. Конечно, многие были приятно удивлены, открыв книгу, что у Максима Ильича так много произведений. Мы, земляки, коллеги, родственники Максима Ильича, гордимся тем, что его песни исполняют не только в родном Улусе, но и артисты якутской эстрады. И сегодня пришли поздравить Максима Ильича с выходом его авторского сборника наши уважаемые землячки, участницы ансамбля «Кустук». В их репертуаре мы тоже слышим песни нашего Максима. Максим Ильич, как уже было сказано, родился в маленьком селе Ойотун, который был ликвидирован в 70-х годах. Ничем неизвестное село было богато своими самобытными мелодистами, которые всю жизнь трудились в оленеводстве. Это Дмитрий Едукин, Дмитрий Слепцов, Владимир Слепцов, Акулина Трайзе, Павел и Леонид Дудкины.
И Аллайховская земля гордится вот со своими славными людьми, многих, конечно, рядом с нами нет, но след их творчества продолжается в Максиме Ильиче, Альяне Трофимова, где они воспевают свою родную землю, которая дает силу и внушает надежду, утоляет боль и учит любви. Эвенская песня «Би Эвен, Бу Эвен Бейлми». Под ваши аплодисменты на сцену приглашаем победителя всероссийских международных конкурсов, мелодиста, эвенскую этнопевицу Татьяну Саросову-Балаганчик. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Максим Ильич. Здравствуйте, дорогой мой наставник, дорогой мой учитель. Здравствуйте, добрейший души человек. Я от всего сердца сегодня поздравляю вас с этим замечательным днем, с презентацией вашего сборника. Желаю вам потока, энергии потока, море вдохновения, новых идей. Я вам очень-очень благодарна за вашу поддержку, за ваши советы. Я вас люблю, дорогой мой Максим Ильич. Ну а сейчас я хотела бы исполнить для вас песню на стихи Анатолия Платоновича Степанова, мелодия собственного сочинения «Мендек Бугулай». Then
не против, песню совершенно новую. К сожалению, Легенты сегодня не пришел, но мы с ним сегодня созванивались, и он лично тоже передал, чтобы я вас поздравила. Один из восточных мудрецов сказал о человеческой жизни так: «На мир взгляни разумным оком, не так, как прежде ты глядел. Мир — это море. Плыть желаешь? Построй корабль из добрых дел». На мой взгляд, Максиму Ильичу удалось такой корабль создать и достигнуть на нем важного жизненного рубежа. Максим Ильич известен не только в родном Угусе, но и за ее пределами в Республике и Российской Федерации. Без его активного участия не обходится подготовка и организация культурных мероприятий международного, российского, республиканского значения. Он посвящает свое творчество малой родине, воспевает созидательный труд, доброту, патриотизм, историю родного края. В своих выступлениях представляет эвенское горловое родовое песнопение «Хирген», песню чайки «Куларикан», традиционный танец «Хеджа», а также песни, стихи, которых пишет сам.
Словесная легкость и открытость творчества дарят возможность не только красоту родного края, но и сохранить национальную культуру и историческое наследие. Его всегда отличает грамотный, серьезный подход к исполняемому произведению. Выходя на сцену, он создает свой неповторимый образ, который выворачивает наизнанку зрителя. Когда слушаешь его, и кажется, что песни, словно птицы, вспорхнут со сцены в зал и обнимут, согреют своими крыльями душу каждого. Есть замечательная традиция, подведя итоги определенного жизненного пути конкретного человека, говорить ему добрые слова, признания и восхищения. И сегодня у нас замечательный повод эту традицию поддержать. Свое поздравление герою нашего вечера адресует генеральный директор Республиканского дома народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Сергей Степанович Степанов. Так, уважаемые друзья, Максим Ильич, все сегодня добрые слова сказали, но я хочу сказать еще это. Куда бы мы его ни отправили, он всегда становится лауреатом, да? Мы к этому привыкли и даже и не думаем. Куда-нибудь надо ехать. Максим Ильич поедет, поедет, значит лауреат у нас в кармане. Да? Поэтому я хочу сказать, что он не просто носитель, не просто поэт, не просто певец, он, я так думаю, уже живое сокровище народного творчества. Да, все показывает, и очень отрадно, что всегда же мы понимаем, чтобы увековечить то, что ты носишь, то, что в тебе есть, это мы спокойно знаем, что это книга, да? И поэтому мы очень от многотысячной армии работников сельской культуры поздравляем вас с выходом книги, да, и думаем, что это только начало, потому что, как вы сказали, у вас выросли крылья, у нас есть крылья, надо лететь, поэтому, да, дорога открыта, желаем успехов творческих, да, мы вас все любим, знаем, уважаем, и ожидаем дальнейших успехов. И вот приветственный адрес вручаем. Спасибо. К микрофону приглашаем ветерана системы культуры Республики Саха-Якутия, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Александру Павловну Николаеву. Всех поздравляю с презентацией нашего Максима Нёйче-Хэче и желаем больших творческих успехов. Это у нас началось 1999 года, когда вышло распоряжение правительства России о устойчивом развитии культуры народов Севера. И вот с того дня мы уже начали. В то время мы работали в центре Кулаковского, и Святослав Павлович сказал: Александра Павловна, вы одни ничего не можете решить, так что все вместе должны в одном таком большом собранстве, например, департамент по делам народа
Севера, тогда был руководителем департамента Афанасий Васильевич Мигалкин, и музей музыки и фольклора Аиса Петровна Решетникова, светлая память. И, она тоже говорит, это очень хорошая идея, давайте все вместе соберемся. Аиса Петровна говорит: Александра Павловна, вы знаете северных улусов, кто может с нами вместе работать? Я говорю, тогда этнокультурные центры были только Черский, СВК, Центр возрождения культуры, этнос. И в Нерюнгерийском районе Ингра, Аян, ага. И вот мы начали работать, и вот сейчас, нынче уже 29 этнокультурных центров, которые очень успешно работают. Вот мы, как Аиза Петровна позвали, 9 мая было, по-моему, Максима Ильича и Кемель Вячеслава Егоровича. Я скажу, что это судьба Максима, что он работал в Черске, где проживают 5 малочисленных народов Севера. Там он питал культуру тех народов, и там были у истока руководители очень умные и дальновидные. Селов Геннадий Иванович, потом Ермолаева Пелагея Николаевна. Не зря там родились братья Куриловы. Не зря там родился Андрюшкина Клепичин Эдуард Прокопьевич. И очень светлейшей души человек с Колымского, руководитель ансамбля фольклорного «Ярар» Неустроева Анна Дмитриевна, человек, который, она своим голосом показывала пробуждение тундры, и этим она учила своего племянника Вячеслава Егоровича Кемли. И он до сих пор радует нас своим уникальным голосом. И вот том Максиму я говорю Аизе Петровне, что Максим поет бабушкины песни. Это очень хорошо. Давай мы его, как он приедет, мы позовем, и он будет петь. И я его и раньше знала, когда начальником управления культуры Ленёкского улуса работала. Мы приезжали каждое лето, поют и танцуют дети Севера. Он всегда носился с своими детьми с фольклора Асикаткан. И он пел свои, оказывается, бабушкины песни, и они танцевали. И свой язык авинский они очень хорошо знали. И он был всегда такой собранный. И вот мы вместе начали собраться, и Варвара Григорьевна Аргук, и Валентина Семеновна Акимова, и нам помогал по юридической стороне Анатолий Николаевич Слепцов, зам руководителя департамента. И вот мы, когда проводили, поют и танцуют дети Севера, хозяйка Чума, мы проводили межрегионально, и каждый раз встречались, и они были мои помощники. И я благодарна судьбе, что встретила таких преданных работников культуры. Пусть все еще больше позитива
и догоним Анатолия Платоновича. Мы еще перегоним, может быть, 10 выпустим. Потому что он еще молодой, и целая армия работников культуры его поддерживает. И пожелаем ему удачи, здоровья. Спасибо. На сцену приглашается специалист сектора по традиционной культуре КМНС Дома дружбы народов имени Кулаковского Саросова Балаганчик Татьяна Михайловна. Дорогой Максим Ильич, так наши коллективы Дома дружбы народов, Эвенский, да, будем обязательно, Эвенский этнофольклорный ансамбль Долгунча, наш вокальный ансамбль Кустук. Сегодня мы лицезрели, слушали их прекрасный вокал. Ну вот от Дома дружбы народов мы тоже хотим вас поздравить. И разрешите зачитать мне благодарственное письмо. Точнее, не благодарственное письмо, а почетная грамота. Почетная грамота награждается Максим Ильич Дудкин за весомый личный вклад в возрождение и сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Севера Республики Саха-Якутия, за высокий профессионализм и активное участие в культурных мероприятиях Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. С уважением, генеральный директор Антонида Николаевна Корякина. Маленький тоже такой вот наш именной шопер. Посмотрите, там тоже маленькие призывники. Спасибо. К микрофону приглашается начальник управления культуры Эвено-Батантайского национального улуса, отличник культуры Республики Саха-Якутия Слепцов Степан Степанович. Ütüge oluktun kündü manımız бар жоннорум сүттәгән ден забыт табыстылары кәлбиттер тух бар тояттарым котуттарым бар ванналар алдар бит элбәк коллегаларым балаларын көрәнем мен әмие үрдүм ол Аллаһ кылматтан кел хаҗаллары бит окудук бу Аллаһ якаттан онунча бу сүттәгә шугай оны долгу тулах Ода биһиге эбен нуротугар кыджык айымдылар таксылара нахайт бага гоктар он билинек бетиннада оноттон биһиге хүддәгән элбәк кинигеләре сборниктары тахартата Анатолий Платонович Степанов бу аспыгыл кыһынгар эмибет презентацияларда оноттонча биһиге кыджык ыргындыктар бит олага яктар гоктар керетер бар ден eventona diye. Onun bulan otan bir Максим Ильичтин амбастан бастакы фото народтарын юларга 2009 каде. Ити бул онно көсөн бисвиппит ол кенеттен булана де бу 2000 хүтбе үсүлга 400 рытын ытылыбыт
Котугу народ хака республикатын котугу народтарын онюларга эме көсөммүт сүддө анышуйты бирге үлелен бир команда боламыт бу республика танына тереңдиги бүкпүт. Онотон биге бу Максим Ильичтин онна бу Галина Генриховналын олар бирге теңне бебебитин көтөбөстө оларын үлелибит. Мен үлеттерим бу кинлерин ашуйты билерлер, үддәгән диянакталлар, бәйләрен агаддәләрен тедерлер, приветтерин гыдаллар. Онотон бу сүддә окутулар киеннән сүддән дип оттым бит билген опускам кемигәр балга көтөрнә җыбын онтон үддән спейтан кәлдим дем минуттан йөрем көтөн турам бу гына аңгы көтөрә мактабын кеген геттем. Онтон дә биге эме Эскендукун благодарственное письмо Туттарах Батымбарабд. Уважаемый Максим Ильич, от имени работников культуры Эвено-Бутантайского национального вуза поздравляю вас с презентацией авторского сборника песен и стихов «Нёче Хече» и выражаю вам огромную благодарность за плодотворное сотрудничество, оказание методической и практической помощи специалистам наших учреждений. Благодаря вашему содействию создаются условия для наиболее полной реализации творческого потенциала специалистов, их профессионального становления и духовного развития и продвижения общего дела в целях развития и возрождения родной культуры, традиции эвенского народа. Желаю благополучия и творческих успехов. Пусть успешно реализуются ваши самые смелые идеи и позитивные решения. Открываются новые горизонты и достигаются высокие вершины. Счастья и удачи во всех делах. Он эти будто меня махтал порого туттарым көңілден Галина Генриховна. Бүгінгі кейіне сүтті ашөйдің талары неге бейін Италия кәндегі бұты. Может, кто-то еще в зале хочет выступить? Просто у меня списка нет. Пожалуйста. Робик Константин Васильевич, президент ассоциации. Максима Ильича от всей души поздравляю с презентацией авторского сборника. На самом деле, вот Галина Генриховна правильно отметила, что для талантливых людей, для людей креативных очень важно сохранить за собой авторство, да? И для этих целей издание сборников, издание книг является одним из самых таких ключей. Потому что, как правильно подметила, потом с течением со временем кто-то себе припишет, потом кто-то другой себе авторство припишет. И я думаю, что это очень большая, сильная веха в творчестве Максима Ильича, нашего любимого, обожаемого. И каждый раз, когда мы видимся, он, да, наверное, не только меня, наверное, всех одаряет щедро своей улыбкой обаятельной, доброй. И вот Александра Павловна правильно отметила, что, наверное, большую роль тоже
сыграло то, что он работал в Нижнеколымском районе, где живут 5 представителей коренных малочисленных народов Севера. И потому что, вот, ну, в моем понимании, Максим Ильич — это человек, который вобрал, наверное, все лучшие качества наших северных народов и щедро делится этим своим богатством, своим талантом с нами. Кроме того, вот, когда мы говорим, вот ассоциация работает там над улучшением, надо ставить вопросы там где-то в правительстве, там, или еще где-то в федеральных органах власти. На самом деле, самым лучшим обоснованием необходимости принятия тех или иных мер являются наши, в первую очередь, наши талантливые люди, которые показывают все богатство нашей культуры, нашего языка, наших традиционных видов хозяйственной деятельности, нашей природы, нашего родного края. Потому что, когда есть такие люди, нам не надо никаких обоснований, необходимости сохранения наших народов, развития социально-экономического, культурного. Поэтому большое спасибо за издание. И вот то, что говорили здесь, что творчество Максима Ильича известно не только там в районе, в республике, и это самые правильные слова. И одним из этих подтверждений является то, что когда Максим Ильич прислал мне приглашение, да, на презентацию, я разговаривал с Российской ассоциацией нашей. Они сказали: Максима Ильича мы знаем, пожалуйста, будь добр, передай от нас благодарность президента Всероссийской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, благодарность. Уважаемый Максим Ильич, выражаю вам огромную благодарность за значительный вклад в сохранение и развитие уникального культурного наследия и языков коренных малочисленных народов Севера. Желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов. Президент Григорий Петрович Витков. Дорогой наш Максим, с Максимом мы знакомы и дружим уже с детства. Далеких, бородатых, 80-х годов мы познакомились, с ним поехали вместе в всесоюзный детский лагерь «Артек». С тех пор мы и дружим, и до сих пор мы держим связь, и уже можно об этом тоже, наверное, писать книгу, наверное, да? И вот от имени наших многочисленных педагогов, учителей, воспитателей, всех многочисленных работников сферы образования Республики Саха-Якутия, конкретно коренных малочисленных народов Севера, я бы хотела выразить благодарность от их имени за сохранение и пропаганду родного языка, традиционной культуры эвенов, привитие поэтического песенного творчества подрастающему поколению коренных малочисленных народов Севера, за первый авторский сборник «Нёче Хэче». Желаем дальнейших успехов и, как сегодня говорили, действительно творческих сборников и песен, стихов значительно мало по сравнению с другими языками, поэтому мы очень надеемся, что еще будут. Это только начало, и мы ждем новых творческих еще. Спасибо, дорогие мои. Спасибо. Дорогой наш Максим Ильич, он является мне двоюродным братом. У нас родители брат с сестрой. От всей души поздравляю с выпуском книги. Хочется сказать, что Максим с детства очень близок к фольклору, к песням, к танцам. Вот. Он вобрал в себе весь венский фольклор, танцы, песни, рассказы, немканы. Вот. И я сам работаю в театре танца.
в оркестре. И в 2012 году по мотивам Чикачева был создан спектакль «На краю Айкумены». И русско-усинский фольклор был, и много было его, а вот венского фольклора совершенно не было. И пришлось мне обратиться к Максиму, и получил очень много материала, и весь этот спектакль. И самое главное, не сколько его авторский, хотя за это тоже спасибо, он дал мне песни наших бабушек, дедушек, они очень мне пригодились. И этот спектакль для нас как такой является кодом нашего рода. И когда я его слушаю, и до сих пор слушаю, мне что-то просыпается такое, и не только у меня, наверное. И спасибо, Максим. И еще насчет книги. Когда услышал, что вышла книга, я удивился, почему меня там нет. Да. А потом вот сидел и думал, что все-таки я как музыкант мог бы сделать нотировку. Он, наверное, стратегический такой ход сделал на будущее. Еще раз поздравляю. Афанасия мы совместно еще сделаем. Анна Ивановна еще поможет. Все. Семья у нас большая. Еще у нас есть брат Роман Васильевич. Если бы не время, это 3 часа очень рано, если чуть попозже, там одна аймахтар будет, кем аймахтар. Дорогие друзья, уважаемый мой любимый Максим Ильич, Боже Хевки, дай мне еще чуточку, четвертинку счастья. Дорогие друзья, мы сегодня находимся на уникальном событии. Это презентация сборника, уникального сборника. Получив эту книгу 25 марта, в День работника культуры, Максим Ильич впервые ее презентовал на экспедиции в Себян-Кёле. Экспедиция наша называлась «Наматкал». Экспедиция, фестиваль венской культуры. Ага. Мы очень переживали, мы очень долго ждали эту книгу, разговаривали с Максимом Ильичем, как лучше сделать, QR-коды придумывали, да? Тут еще уникальность в том, что этой книге, тут есть QR-коды, о котором сегодня вот умолчали, да? И войдя по этому QR-коду, можно услышать авторское исполнение. Да. И тут еще, да, и коробка, и тут еще, знаете, как вот авторский текст и литературный текст, который помогла сделать, Варвара Григорьевна, да. Мы очень хотим и желаем Максиму Ильичу, чтобы обязательно вышла и 2-я, и 3-я книга. У меня есть предложение еще в следующую книгу внести тот уникальный материал архивный, который сохранился у нас на НВК Саха, сделать видео и туда же включить QR-коды. Это в качестве предложения. И еще в качестве предложения, вот сегодня, сидя в зале, да, я поняла, насколько широка твоя песенная вот аудитория. Те артисты, которые исполняют твои песни, надо создать концерт уже на большой сцене ДК Кулаковского. Пусть это будет презентацией твоего следующего сборника вместе с концертом большим. Желаю удачи, успехов, крепкого здоровья. И самое главное, дорогой Максим Ильич. Ай, Tükenlen gündü
презентация кыттылақтара. Мен әбәмітан тайылығыттан хыджабын, Максим Илейкітта бейг 2-ші лаққа білсен тұрабыд. Улахан международный улахан форум болбыта, арасынуқтар келбеттіре, оны білсен мен наға. Ол білсен біттен өрәбен, оны білген ұттар кене бұл аяр үлелері, тоқтарын бардың көрешті олырып, оны наға астынабын Максимы, оны тұран олық. Наға маладжес. Бұл күрдік инден қоты олық үлелен, әбен нұротығар ұттын бұл ағаяқ санақ нұроттар культураларын өсі үрдеттен, олық Россия әрі тағымғар болбатақ, андойдуға білдеқін бағарабын. Оны тұран әтен тұрамын болдаған отты мен ағам Иннокентий Николаевич Слепцов тенетте, мен әдір жондарына білбеттері болу, носитель эвенского языка әді болдаға де, оны улуска бейтін бұл нейлегер ұстұрден нейлек olur бұта, үліғардылы, оны болдаған оттын оғытуттан білеп, бүкетлі әменігерділі өретен. Наға ұнырықтық олық әбән культурадың наға ұнырықтық қайқарыстыр, наға қайет жуап сайны бұл бейге әбәннер ағаянер әбіт, қаянер әбіт, сүрәғінің бұрының ғалжуып кеге. Одан жағастыр бағар білелері болу, оны тұран болдаған оттан кене бұл тұғын қалдырары бұд, еққаду үлелерін қалдырары бұд кенеге тағаттар бұд бұд. Кенеге тағаттар бұд бұд, онтан болдағына бұл 2-ші лаққа бұл кәлбестен кенеге бұл әбәннер түріктірі кеге. Маны бұлдан ұттын ағанғын қасетті кәпсен бар мұнна. Бәйін өліғарда тұқтуып күн сөп, тәнетек күн сөп боллады. Бұл бұлланы 5 омықтылынан тағысты. Оның бұлланы международный уровеньге тақсан. Бұл әбәнді тұстарынан көндірілген өп боллады. Оның тағымға өлеліға дейін бәрінен тұрамын де олық тоқын бартын біраған тұрады үйрен келді. Бұлдан педагогический династиялар Слепцовтар дейінгі дағабыт үліған тұлы ұшталлабытта, әбән тұлын үйреп бітті, жел үлілерді әлбәқ болады. Оны қаян тұрамын бұтта хаттар бұт, оны бұл оғылырын, сенлерін, қос сенлерін аттырыттын өнеқі. Мақтал айма макан әбден тәкән бақытты кетті. Любовь Михентьевна, моя учитель. Этон дослаха бе алайха ари барат келдер. Емен картынан барам, олықтарына олық құтығым остан орып берер киян алып, алайха дие келдер. Осколая учитель, а я класс битым 4 класс. Тут короллар, вот им испытали где-то я там что келден, я бы все-таки притёрлись, еще в этом летевит. Ondan bana oğlum türküsünü istemeye oğlum kadar halklara çağırıyor. Tokta şöyle böyle oğlum bitti diyemin diye benim oğlumun tattan vardım. Hani bu Maksim bunları doktor Наша четвертая, выбираю еще байда. Я до сих пор помню его почерк. Округленный такой почерк. Бывают такие почерки, а Кирилл округленный. До сих пор помню. Вот то была на тоха, клубка, арей была на тоха. Те концерты им было, гамбаран, ухан, мане группа, танцевальная группа инсух. Он то была на великим хореографтер балла, Азария Николаевна Ефимова, он Екатерина Петрова. Он то была на, охрана мен некоторых килерге кубрая килемадым. Он то была на еще группа возрастла. Я он ну вот Максим только класс олды, он уже 5 класс. Дön күлән килем бардылар. Onun hamit barı uçuşlar kullanılan ele on yürütmüş olan kadar sayıdan uğradım istemeye kadar siktir veren. Emin bana bir katek tuvar yaptım okudu beni. Onun kullanıcı bir yol hükümetinin toplam korak gereklenince bu, iki gereklenince bu. Onun kullanıcı batay kabarıcı bu, çeşke kabarıcı bu. Вот он блин орён что кажется акид бригаде нортене балрите. Оларана тумин батарите то рекомендатели он букра он ген вот гебалате. Он хайдан вот он сами главное блин бишер кимата ахтлар аулады. Волкова и такие Николай Дембарде. Вот именно кини бияхли эвенские культура работает. Мен балана кини тамарам нигертер. Он он тортикини. Эвендер культура балана билю круговой танцки, он хеджит, он эдёнда бомер
kırıkları böyle ırkı bağlı değil. Onu da hareket, onu bana bir bana o barda şöyle bir barda. Böyle onu da iyi bir kulak bitti. Orada ki çok var bir bit düzeyine barda bir dike hikaye mi kurdu bitti. Ondan dolayı festivalde bu kadar en mamam hacı yaktar. Bugün ne kinadım yaktorlar, to ya aktif varım. Akubimle Petrovna Aysi. O vakit kinler böyle Ani bolite che vuole. E oggi ne perché sono state tutte state oggi poi porto sta con la nervo. Ora ne bile con quello var. Честно. Onu kullanacağım. Kinlerin gördüm. Ülküdürleri ki babamın doktorun zamanı onu kinler düzeyleri gördüm. Onu ona anskırıya ki en iyi doktorun kinlerin. De plagiat kurduk. Onun kullanı Cinler iki karışıdır bağları bit. O hana Allah'a hara. İbdeki Nikolaevna iyi Akulina Petrovna. O kendiler bile o tuh siyema kurtarı diye kurduk hep. O doktora bile o siyemler böyle diyecek kadar o evinde ne bilin kurdu hayda bu olur var tasıktan. Yoklar diye kurduk. Ne hana var kendisi. Onun bu bir daha kur bütün bir inrofsiyo. O ne beyte ne karışığı buldu. Я боюсь этого слова. Галина мне поддержкала. Следующий человек не имею веры. Onun bulana kadar bu olanın körü ispiten haberin. Onu все noktaya göre. Onun için o şöyle beşer buldu. Şöyle bu asrayın şöyle entuşkan şöyle etildiler. Onun bu mantık bir işte barı ulaşan maktal. Mantık bu grup поддержкалы dediler. Onu östürdü bu hayat sorunlar bağırıyor. Спасибо. Сегодня в этом зале вместе с нами присутствует один из молодых исполнителей песен на венском языке, который по мере своей возможности старается вывести на сцену произведения авторов Савлахи. Это Максим Ильичак, Лина Трайзи, Альяна Трофимова, да? Но Леонида Дудкина. Я еще хочу сказать, что немножко пропустила, что в этом году мы все отмечаем столетие видного политического деятеля, да, нашей землячки, это Евдокии Николаевны Гороховой. И с Максимом Ильичем мы опять взяли на себя такую большую ответственность, можно сказать, что к ее столетию мы с ним должны выпустить 100 песен об Аллахе. Ну, собрать и выпустить, да? Но собрать это тоже работа. Главное, люди отозвутся, и мы это сделаем. Ну, как бы свою ленту. Призыв мы дали землякам, которые пишут, сочиняют песни. И сейчас я хочу пригласить на сцену нашего земляка Надежду Аллахи, да, сына потомственных оленеводов Айотинской земли, нашего Дмитрия Лебедева. Bu havanların, ırıların, havanıcıgından iki istek ağırda. Çere buraya kadar ki heykeyi göre. Barikler tutar, oluşça bastır, taktır, ürüktür, gündür. Bugün bütün değerli bol budur. Ağırda ki heykeyi. İngilizce durumundan Maksim Iliç miyaka. Tuz beraber ırıtının naha oluşça kömerespide. Ambastan Maksim Iliç miyaka. Dima ene ben yıllar bakana kim dallısı var diye. Onun bahalısta eden yerin yıllar onun için sanarı vaktin diye. O şikayetlerin. Onun bahalısta bu kadar kayın, ülkülüyor kayın. O şikayet Maksim Dudkin tala ondan yolu diyecek. Kere. İleri gidiyor ha. Çek, 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 çek. Geçin olayı, duru uçulayı, okinin oyuna, gitti ki bu sefer.
ромна милоедигер. Мисаны пар жукуска коракка самый лаган сяжа бүгүн манна бияка болар. Онон тухпар өлжиттер бартаксы кайын. Самый лаган сяжа жукуска коракка самый лаган сяжа манна болар. Жера Максим Дудкин тала ромна милоедигер. Сяжа, поехали. Жера Астыбыт, кугавар кали. Бари кабуло кайын. Уйырлап диометим сида було кайын. Спасибо. Благодарю за такой шикарный праздник. Праздник души, праздник просветления, да, созидания. Мы свою работу творим, созидаем во благо всех народов, всех людей, да, для всех. Поэтому то, что вот этот сборник вышел, конечно, хорошо, да, но будем дальше творить, созидать во благо, чтобы... Вот вы посмотрели, да, сколько у меня учеников, и они дальше, дали мне дальше настрой, чтобы писать, созидать, чтобы вот эта летопись, да, это наследие эпистолярное, да, осталось в наших библиотечных фондах, и где любой человек пришел, открыл, посмотрел и получил для себя что-то. Частичку моей души, частичку творчества, частичку созидания. Сегодня мы сказали про книжную выставку, да? А вот тут вот очень прекрасные комплекты стоят, да? Это сшиты сестрой Максима Ильича, Альбиной Алексеевной Слепцовой. Она вот присутствует, мастер народных художественных промыслов Республики Саха-Якутия. Ну и на такой ноте
что каждая книга находит своего читателя, наша книга найдет тоже своего читателя. И мы благодарим всех, кто пришел на это замечательное мероприятие, что разделили с нами эту радость выхода в книгу. И еще раз говорим нашей книге